Бисмиллахи р-Рахмани р-Рахим, вассалату вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'д. Уважаемые зрители, мы продолжаем наши уроки. И сегодняшняя наша тема 90-я сура Священного Корана, сура Аль-Балад. Сура состоит из 20 аятов. Итак, первый аят. Обратите внимание. Ла уqсиму бихадал балад. Удлинение в размере 4 огласовок. Предпочтительные. И звук лям, так как мягкое, нужно максимально мягкое произношение ла, не ла и не ле, а ла. Итак, уqсиму, каф, калкала, уqсиму, бихада. Удлинение, максимально правильное произношение гортанного звука ха, бихада. Удлинение в размере 2 огласовок, бихада, за межзубное. И в данной ситуации, так как мы с огласовки фатха переходим на лям, естественно, удлинение при слитном чтении будет аннулировано. Бихадаль балад. Балад. При остановке касра аннулируется и переходит в сукун, и у нас появляется калкала. Бихадаль балад. Итак, ла уqсиму бихадаль балад. Нужно обращать внимание, чтобы при остановке после ляма не появлялось удлинение. Бихадаль балад, лад, нет, балад. Итак, второй аят. Ва анта хиллум бихадаль балад. Ва анта. Здесь у нас сокрытие, мягкое сокрытие, так как та у нас является мягким звуком, и автоматически ихфа является тоже мягким. Ва анта. Удлинение, точнее, назализация в размере 2 огласовок. Хиллум ха. Обратите внимание, чтобы ха полноценным образом с огласовкой касра произносилась. Хиллум. А потом касра. Хи. Хиллум. Так как лям удвоенный звук, нужно обращать внимание, чтобы огласовка касра не уходила в удлинительный звук. Хиллум. Нет. Хиллум, хиллун, это является ошибкой. Хиллум. Сперва удвоение, потом огласовка дамма, а потом уходим мы в насализацию в размере 2 огласовок. Хиллум бихада, бихада. Ха, гортанный звук, нужно обращать внимание. Долгота в размере 2 огласовок. И, как в предыдущем аяте, после межзубного звука мы уходим с огласовки фатха на лям, аннулируется алиф, так как при слитном чтении, естественно, удлинение всегда будет аннулировано при чтении Корана. Бихадаль балад. При остановке касра аннулируется, уходит в сукун, и появляется у нас звук калкала даль. Итак, второй аят. Ва анта хиллум бихадаль балад. Третий аят, обратите внимание. Вавалиди вама валад. Вава. Вава. Ошибка. Вава. Вава. И не ва, и не ва. Середина. Ва. Валидин. Ва. Здесь долгота в размере 2 огласовок, естественно, удлинение. Вавалидиу. Так как здесь идгам накус, неполноценная назализация в размере 2 огласовок с ассимиляцией. И появляется у нас назализация в размере 2 огласовок. Вавалиди вама. Вама. Долгота в размере 2 огласовок. Вама валад. Валад. Огласовка фатха аннулируется и переходит в сукун. И появляется звук калкала. Так как даль относится к 5 взрывным звукам при остановке или при появлении сукуна, появляется свойство взрывности. Итак, вавалиди вама валад. Четвертый аят, обратите внимание. Лакад халакнал инсана фи кабад. Лам мягкий звук, каф твердый звук. Так как твердый звук за собой будет тянуть мягкий, и при произношении ляма в основном большое количество ошибок является лакад, нужно обратить внимание, что звук лям должен произноситься максимально мягко, ля. А потом уходим на твердый. Здесь мягкий, твердый, мягкий. Лакад, халакана. А здесь полная противоположность первого слова.
Твердый, мягкий, твердый. Халяка. Халяка. И таким образом, калкаля даль. Лакаде халяка. Здесь тоже калкаля. Лакаде халякана. Лакаде халякана. И при слитном чтении у нас мы согласовки фатха над нуном уходим в лям, и естественно удлинение у нас аннулируется. Итак, лакаде халяканал инсана. Здесь ихфа, сокрытие в размере двух огласовок. И удлинение над сином 2 раза. Инсана. Инсана. Фи. Здесь удлиняем каср в размере двух огласовок. Фи. Фи. Кабаде. При остановке танвин касра аннулируется и уходит в сукун. И таким образом получается у нас даль взрывная. Калкаля применяем. لقد خلقنا الإنسان في كبد. 5-й аят, обратите внимание. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Ха, если идет впереди свистящего звука син, нужно максимально его стараться максимально до конца произносить. أيحسب. أيحسب. Сабу аллай. Здесь у нас после удвоения звука лям мы уходим на ассимиляцию. Частичная ассимиляция в размере двух огласовок. Аллай якадира. Аллай яко. Аллай я. Нет, нужно с мягкого. Так как каф твердый, он будет тянуть к себе я, звук я, чтобы она была твердо произношена. Я. Аллай яко. Нужно быть максимально, обращать внимание. Аллайяко. Яко. С мягкого на твердый уходим. Аллайякодира. Каф. Максимальное применение свойства взрывность. Калкаля. Якодира. Ра твердый здесь у нас. Алейхи. Алейхи. Обратите внимание на произношение звука кесры над звуком огласовки фатха над лямом. Алейхи. Ле. Алейхи. Нет. Алейхи. 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 Ахаде. Ахаде. Ха. До конца произносим. При остановке аннулируется танвин. Дамма. И остается калкаля звука даль. И таким образом 5-й аят. Аяхсабу аллай якдиру алейхи ахаде. Алейхи ахаде. 6-й аят, обратите внимание. Якулу ахлакту малал лубада. Якулу, долгота в размере двух огласовок даммы. Якулу ахлакту. Ахлакту, нет, ахлакту. Полное произношение звука ха, гортанного звука. Ахлак, ахлакту. Ахлак. Нужно произносить, потому что это фрикативный звук. Каф. Ахлакту. И таким образом. Якулу ахлакту маля. Долгота в размере двух огласов. Малал. Уходим на ассимиляцию без назализации. Идгам биля гунна. Ассимиляция без назализации. Танвин с лямом встречается. Малал лубада. Удваиваем. А при остановке у нас аннулируется танвин и остается удлинительный звук фатха. Лубада. Лубада. И таким образом 6-й аят. Якулу ахлакту малал лубада. В размере двух огласовок. Больше категорически нельзя. То есть лубада нельзя. Почему? Потому что естественное удлинение, независимо при конце или в середине слова, всегда она будет удлиняться в размере двух огласовок. Итак, 7-й аят переходим. Аяхсабу аллам яраху ахад. То же самое, как и было в 5-м аяте. Аяхсабу. Четкое произношение звука ха, син. Аяхсабу аллам. Здесь у нас идгам без назализации, ассимиляция без назализации. Аллам яраху.
аллам. Одна из самых распространенных ошибок. Потому что считается, если над мимом есть сукун, то нужно удержать дольше, чем положено. Аллам яраху является грубейшим ошибкой. И поэтому аллам яраху. Здесь у нас долгота в размере 4 огласовок, которые мы на предыдущих уроках говорили, что предпочтительно 4. Яраху ахад. После долготы обращайте внимание на полноценное произношение звука хамза с огласовкой фатха ахад. И при остановке у нас танвин аннулируется, переходит в сукун. Но нужно обращать внимание, чтобы звук ха с огласовкой фатха не растягивалось. Ахад, чтобы не было ахад. Итак, 7 аят. Аяхсабу аллам яраху ахад. Переходим в 8 аят. Алам надж'аллаху айнайн. Алам надж'аль. Так как мим и нун, у которых есть единственное свойство назализации, в отличие от других звуков, нужно быть максимально внимательным, чтобы аллам, вот чтобы чрезмерно губы не смыкать и не уходить чрезмерно, чтобы не появилась чрезмерная назализация. Алам, аламна, аламна, алам. И еще один момент, чтобы не появилась калькаля. Алама, алама надж'аль, алама надж'аль, алам надж'аль. Здесь у нас калькаля в звуке джим. Надж'аль. Здесь ассимиляция двух схожих звуков. Алам надж'аллаху. Удвоение и потом естественное удлинение в размере 2 огласовок. Надж'аллаху, надж'аллаху. Айнайн, айнайн. При остановке у нас аннулируется кесра, уходит сукун. Здесь у нас появляется вариация 2, 4 и 6 разовое удлинение. Выбираем точно так же, как мы в начале перед чтением этой суры должны были произносить Бисмиллахир рахманир рахим. Если 2 счета, значит тоже здесь 2 счета выбираем. И таким образом получается у нас Алам надж'аллаху айнайн. Идем дальше. 9 аят. Валисанау ва шафатайн. Валисанау. Здесь у нас син, огласовка фатха удлиняем в размере 2 огласовок. Лисанау. Здесь идгам в размере 2 огласовок. Назализация с ассимиляцией частичной. Шафатайн. Шафатайн. Огласовка касра аннулируется, переходит в сукун. И так как мы здесь выбрали при удлинении в размере 2 огласовок, здесь то же самое. Шафатайн. Шафатайн. Итак, валисана ва шафатайн. Уходим в 10 аят. Обратите внимание. Вахадайнаху надждайн. Вахадайнаху. Удлинение в размере 2 огласовок. Вахадайнаху. Вахадайнаху. С огласовки дамма мы уходим на удвоенный нун. И артикль у нас аннулируется, потому что нун является солнечным звуком. Тем более она здесь удвоена с назализацией в размере 2 огласовок. Вахадайнаху наджи. Калкаля применяем надждайн. При остановке аннулируется огласовка кесра, сукун уходим, надждайн. И применяем в размере 2 огласовок удлинения, так как мы в предыдущих местах удлиняли в размере 2 огласовок. И таким образом 10 аят. Вахадайнаху надждайн. 10 аят, обратите внимание. Фалакатахамал акаба. Фаля икатахама. Это глагол, так, но при таком случае у нас с огласовки фатха мы уходим на калкаля. И долгота в размере 2 огласовок и алиф здесь в глаголе аннулируется. И переходим с огласовки фатха на калкаля, который является у нас
твердым звуком. Салако, 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 тахама, тахама. Обратите внимание, каф здесь только твердое, я максимально твердо произносим калкаля. Салако тахамал. С огласовки фатха здесь уходим на лям, аннулируется. Алиф. Салако тахамал акабах. Айн мягкий звук. Акаба, чтобы не было. Акабах. Акабах. При остановке та марбута, огласовка аннулируется, сама та марбута и уходит звук ха. Акабах. 12 аят, обратите внимание. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. وَمَا. Удлинение в размере 4 огласовок, предпочтительное удлинение. Ад, калкаля, адрак, адра. Удлинение в размере 2 огласовок. Ра твердое у нас. Адрак. Мал акаба. С огласовки фатха мы уходим на лям. Мал, естественно, удлинение аннулируется. Мал акаба. Мал акаба. Каф твердый, и при остановке та марбут аннулируется, огласовка аннулируется и переходит в сукун, превращаясь в звук ха. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ. 13 аят, обратите внимание. فَكُّ رَقَبَةٍ. فَكُّ رَقَبَةٍ. فَكُّ. Потом огласовка с удвоением. فَكُّ رَقَبَةٍ. Ра твердая, каф твердая, но ба у нас мягкая. Ракаба. Нет. Ракаба. При остановке мы аннулируем танвин касра, та марбуту аннулируется и переходит звук ха. Факку ракаба. 13 и 14 аят, обратите внимание. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. Обращайте внимание. أو إطعام. أو إطо. Та твердый звук. И нужно максимально с твердым произношением калкаля. Взрывность. Ито. 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 Амун. Долгота в размере 2 огласовок. Амун. Здесь ихфа. Сокрытие в размере 2 огласовок. Ау ит'амун фи. Обратите внимание, здесь фи у нас долгота в размере 2 огласовок. Так как последующее слово начинается с звука я, нужно разделять долготу в размере 2 огласовок от четкого произношения я с огласовкой фатха. Фи яуми, чтобы не было, ассимиляция, чтобы не произошло. Фи яуми. Фи яуми. Фи яуми. Итак, ау ит'амун фи яумин. Яумин. Здесь у нас сокрытие в размере 2 огласовок, мягкое сокрытие. Яумин зи. Межзубное произношение звука за. Удлинение в размере 2 огласовок, точнее долгота касры. Зи масгаба. Масгаба. Га твердый звук, гайн твердый звук. И мы с мягкого на твердый и спускаемся на мягкий. Масгаба. После ба марбута танвин аннулируется. Сама та марбута переходит в звук ха. Масгаба. И таким образом 14 аят. أو إطعام في يوم ذي مسغبة. 15 аят, обратите внимание. Ятиман за мaqrabah. Ятиман. Здесь у нас долгота касры в размере 2 огласовок. Ихфа, сокрытие в размере 2 огласовок, мягкое сокрытие. Ятиман за. Долгота в размере 2 огласовок. Мaqrabah. Макараба, ма, чтобы не было. Мим всегда мягкий звук. Она никогда не произносится со звуком а. Ма не бывает. Макараба. Макараба. Мака, твердое произношение, согласовка с применением правила калкаля. Макараба.
ра твердая, б. Мягкая, твердая, твердая, мягкая, мягкая. Макарабе. При остановке танвин аннулируется, та марбута переходит в звук ха, и таким образом ятиман за макарабе. 16 аят, обратите внимание. Ау мискинан за матрабе. Ау мискинан за матрабе. Ау мис. Свистящие звуки с огласовкой, с знаком сукун нужно до конца произносить. Мискинан. Ау мискинан. Здесь долгота в размере двух огласовок, огласовки кесра. Мискинан. Ихфа в размере двух огласовок, сокрытие. За межзубное. Удлинение в размере двух огласовок. За матрабе. Здесь твердый звук только ра. Матрабе. И при остановке танвин аннулируется, та марбута аннулируется, уходит звук ха. И становится у нас матрабе. Итак, 16 аят. Ау мискинан за матрабе. 17 аят. Обратите внимание, 17 аят у нас самый длинный аят в этой суре. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم удержание в размере двух огласовок, так как правило гласит, если над мимом нун и над звуками нун и мим стоит удвоенный звук, то назализация в размере двух огласовок удерживаем. После удержания фатха. Назализация двух огласовок. Кана. Огласовка. Фатху удлиняем в размере двух огласовок. Кана. Миналладина. С огласовки фатха уходим на удвоенный лам. Миналладина. Межзубный заль. Удлинение в размере двух огласовок. Миналладина аману. Удлинение в размере двух огласовок фатхи. Аману. Удлинение в размере двух огласовок даммы. Аману. Здесь обратите внимание, так как слово аману заканчивается на удлинительный звук даммы, а следующая буква начинается на вау, чтобы не появилась ассимиляция. Аману ва. Нет. Аману ва. Нужно разделять в временном промежутке. Аману ва. Ва. Удлинение в размере двух огласовок фатхи. Тава сау. Остановка. Тава сау. Нужно обращать внимание, что звук сад, твердый звук сау. Сау. Нет. Сау. Ватавасау биссабри. С огласовки кесра мы уходим на удвоенный сад. Свистящий звук, твердый звук. Биссабри. Саба. Нет. Калькала звука ба не подчиняется твердому звуку сад. Сабери. Ватавасау. Долгота в размере двух огласовок фатхи. Сау. Сукун. Бил мархама. С огласовки фатха уходим на лям. Бил, так как мим является лунным звуком. Бил мар. Ра твердая. Мархама. Нет. Мархама. Ра твердый. Ха, мим. И при остановке кесра аннулируется. Та марбута переходит в звук ха. И таким образом бил мархама. 17 аят, обратите внимание. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. 18 аят, обратите внимание. أولئك أصحاب الميمنة. أولئك.
Вау здесь называется в науке таджвид хуруфу заваид, дополнительные звуки, и поэтому никакого влияния на произношение при чтении коранического текста не имеют. Уляика, то есть уляика является грубейшей ошибкой. Уляика, просто дамма, только дамма. Уляика. Здесь в размере 4 огласовок предпочтительны. Удлиняем уляика, удлиняем огласовку фатха. Уляика. Нужно обратить внимание, чтобы огласовка под звуком хамзы произносилась полноценным образом. Уляика. Асхабу. Сад твердый звук, свистящий звук. Но нужно обращать внимание на то, что хамза звук, мягкий звук, и она подчиняется огласовке, своей огласовке, то есть мягкая. Асхабу является ошибкой. Асхабу, удлиняем размер, огласовка фатха над звуком ха, удлиняем в размере 2 огласовок. Асхабу, с огласовки дамма, уходим на лям. Асхабуль маймана, При остановке огласовка кесра под та марбута аннулируется. Сама та марбута переходит в звук ха, и таким образом улаика асхабуль маймана. 19 аят, обратите внимание. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. Обращайте внимание. وَالَّذِينَ. С огласовки фатха уходим на удвоенный лям. وَالَّذِينَ. Межзубный за. Удлинение в размере 2 огласовок. Огласовки кесра. وَالَّذِينَ كَفَرُوا. Ра твердый звук. И в размере 2 огласовок удлиняем дамму. Кафару би аятина. Обратите внимание, вот это удлинительное алиф подчиняется хамзе, то есть огласовке фатха, и поэтому удлинение в размере 2 огласовок. Би я то же самое удлиняем в размере 2 огласовок. Тина тоже огласовка над нун тоже 2 раза тянем, и таким образом би аятина. Между удлинительными звуками здесь у нас касра. Нужно обращать внимание, чтобы она полноценным образом свое временное произношение забрала. Би аятина хум асхабу. Как и в предыдущих аятах. Асхабу. Сад твердый звук. Ха произносим с огласовкой. Фатха в размере 2 раза тянем. Асхабуль. Уходим на лям. Маш'амah. Асхабуль маш'амah. Маш'амah. При остановке та марбута, касра аннулируется. Сама та марбута при остановке уходит звук ха. И таким образом, 19 аят. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. И в завершении 20 аят, обратите внимание, عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ. عَلَيْهِمْ. Полноценное произношение. Я, с огласовкой кесра. عَلَيْهِمْ نَارٌ. Удлинение в размере 2 огласовок фатхи. Естественное удлинение. Нарум. Здесь полноценная ассимиляция с полноценной назализацией в размере 2 огласовок. Идгам. Гунна камиля. Нарум. Здесь обратите внимание. Хамза с сукуном. Максимальное давление на гортань для произношения звука хамзы с сукуном является ошибкой. Мусадах. Теперь обратите внимание. Сад твердый звук, даль мягкий звук. Мусадах. Да? Нет. Мусадах. При остановке аннулируется та марбута, переходит звук ха.
дамма аннулируется, и вот этот мим для того, чтобы для слитного чтения с бисмиллахи рахмани рахим следующим сурой для слитного чтения тоже аннулируется, и у нас остается мусадах. 20 аят. Алейхим нарум мусадах. А сейчас обратите внимание, все 20 аятов, иншаллах, мы прочитаем еще раз для напоминания и закрепления пройденного материала. Итак. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. На этом мы сегодня с вами прощаемся. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.